За үзэгчдээ орой минь дүргий. Манай өнөөдрийн цагийн урд нэвтрүүлгийн зочноор Орос улбаны улсын элчин сайдын яамны ажилтан Балашов Вадим Викторович оролцож байгаа юм аа. За тэгэхээр бид өнөөдөр Ялалтын баярын түүхэн үйл явдлын талаар ярих юм байгаа юм. За, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Вадим Викторович, сегодня российский народ отмечает День Победы. И мы все знаем, советский народ, Красная Армия разгромила фашистов. Это чистая правда. Эта победа советскому народу досталась большой ценой. Это знает каждый. В последнее время все ощутимее становятся попытки снизить значимость победы советского народа в этой войне. Что вы скажете по этому поводу? Ну, к сожалению, действительно приходится констатировать такой факт, что отдельными странами Запада происходит замалчивание подвига русского народа, советского народа в Великой Отечественной войне. Но вот тот праздник, который мы с вами отмечаем сегодня, 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, это народный праздник. И память об этой победе находится глубоко в сердцах не только тех людей, которые живут сейчас на территории России, но и на территории постсоветского пространства, и на территории Европы, и в Соединенных Штатах. Ну, наверное, признаком этой памяти, признаком дани уважения советскому народу в победе в Великой Отечественной войне все-таки является одним, наверное, из примеров, является ставшая уже всемирной акция «Бессмертный полк». Данная акция, зародившаяся в 2007 году в Тюмени, на данный момент в этом году отмечается, проводится в 40 странах мира. И в моем понимании вот эта акция, она как нельзя более всего свидетельствует о том, что рядовые граждане, дети, внуки тех солдат, которые проливали кровь за победу над фашизмом, они несут память об этой победе в своих сердцах. И с каждым годом эта акция становится все более и более массовой. И в этом году можно было отметить, что и на территории Монголии количество людей, которые приняли участие в этой акции «Бессмертный полк», также стало гораздо больше. Здесь вот эта акция, которая идет от сердца людей, это не акция, спущенная сверху откуда-то, регламентированная руководством, правительством и так далее. Это акция, которая идет от сердца людей. И в сердцах людей подвиг советского народа, наверное, все-таки неизгладим. И никакие политические инсинуации, провокации все равно не снизят заслуг советского народа в победе в той страшной кровавой войне. И эта акция, как я знаю, прошла тоже в Америке еще, да? Да, и в Вашингтоне в этом году проводится такая акция, и в Нью-Йорке она проводится. В Вашингтоне от 17-й стрит пройдет колонна Бессмертного полка к мемориалу, посвященному Второй мировой войне. Вадим Викторович, вот монгольский народ в годы войны оказывал советскому народу, Красной Армии помощь, какую только мог. Россия очень высоко ценит эту помощь до сих пор. И что вы скажете по этому поводу?
Ну, здесь надо отметить, что помощь монгольского народа и ответная помощь Советского Союза во время агрессии японской оккупации, она, наверное, взаимна. Вот. И здесь я, может быть, сделаю небольшое отступление назад. Вот. В прошлом году мне посчастливилось принять участие в эстафете Победы, проводимом пограничным управлением ФСБ России. Мне удалось побывать на Халхинголе. Вот. И меня поразила вот та, я не побоюсь этого слова, любовь к российскому народу, вот, которая отражалась в глазах, в речах, в приеме наших монгольских друзей на Халхинголе, в Чойбалсане, на различных погранзаставах. Понимаете, здесь получается такая ситуация, что ну, в России есть такая замечательная поговорка: как аукнется, так и откликнется. Вот. И вот монгольский народ, он очень благодарный народ. Вот. И он прекрасно чтит ту заслугу, которую оказал в свое время Советский Союз Монголии. И неудивительно поэтому, наверное, что и когда Советский Союз оказался в опасности, монгольский народ со всей своей чистосердечностью, со своим широким душевным порывом первым поддержал Советский Союз в этой страшной войне и оказал максимальное содействие. Ну, в данном случае мне хочется только еще раз выразить громадную благодарность монгольскому народу за ту помощь, которая была оказана нашим дедам во время Великой Отечественной войны, нашей стране. Ну все. Спасибо вам, Вадим Викторович, что приняли наше приглашение, пришли побеседовать с нами. С праздником вас еще раз. Взаимно. Разрешите всех поздравить с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелать всем ветеранам здоровья, их родственникам успехов, удачи и, главное, всем нам мирного неба. Спасибо. За бид Орос улсын улсын элчин сайдын яамны ажилтан Болошов Вадим Викторовичтэй ярилцлаа. Цагийн үр хөтөлбөр үргэлжилж байна.